Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о заселении и освоении Крымского полуострова готами. Вы ознакомитесь с упоминаниями крымских готов в записях фламандских путешественников XIII и XVI веков, а также с процессами сосуществования готов с другими народами, приходящими и уже находящимися в Крыму. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хэрым хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? Как мы уже убедились, в Крымских горах готы появляются поздно, через примерно 1000 лет, через несколько веков после того, как вообще Крым начинает описываться в античных источниках. И, разумеется, на первых этапах Крымские горы для готов, территория, я бы так сказал, очень чуждая, очень непривычная и совершенно незнакомая. Однако за столетия, больше чем за столетия, они в ней осваиваются и становятся постоянным элементом населения Крымских гор. Присутствие готов в Крыму прослеживается по меньшей мере до XVII века, то есть около 1500 лет. За это время, чуть позже готов, после развала гунского каганата, в горы стали проникать булгары, хазары, печенеги, половцы и даже мангыты. Собственно, мангытское племя Байдар и дало название известной долине – Байдарская долина, которую многие считают, таким, прямо-таки местно-крымским. На самом деле это имя внука Чингисхана. Даже если оставить под вопросом этническую идентичность и язык скифов и алан, это все были тюркоязычные племена и народы. То есть как минимум с V века нашей эры. Какая-то часть их приходила в Крым уже будучи христианами, так называемые несториане. Также были какое-то время изгнаны из Византии и постепенно дошли аж до Китая, где сумели обратить в свою конфессию некоторую часть местного населения, включая предков китайцев нынешних, они не были тогда однородным народом, предков монгол и тюрок. Эти христиане позже были в составе печенегов и половцев и войск Чингисхана. Почему разгром ими аббасидского халифата в 1258 году иногда именуют «желтым крестовым походом»? В связи с этим отметим здесь, что вопрос об отношениях тюрков, позже татар, и не тюрков в Восточной Европе, в том числе в Крыму, постоянно перепутывается в исторической литературе с вопросом об отношениях между христианами и мусульманами. Иногда случайно, но чаще преднамеренно. Мотивом для этого служит желание отодвинуть как можно на более поздний срок присутствие тюркских племен и народов в этом регионе. Логика такова, потому что ислам распространился, за исключением Волжской Булгарии, но о ней широкой публике мало кто знает, и Южного Дагестана, в Восточной Европе относительно поздно, в XIII веке. И позже, а тюркские народы Восточной Европы в настоящее время преимущественно мусульмане, за исключением гагаузов, урумов, крешен и нагайбаков, о которых тоже таки мало кто знает. И, соответственно, тюркские народы и их корни в восточноевропейском ареале также подаются как появившиеся лишь в последние несколько столетий. Идеально, так сказать, вместе с монголо-татарами, хотя как раз-то монголо-татары мусульманами и не были. В противовес древним, как бы индоиранским христианским народам. История тюрок-христиан в Крыму V-XIII веков обходится стороной.
века 14-18 подается как история греков или армян. Оставшиеся в Крыму тюрки-христиане при утрате ими господства в степи естественным образом тяготели к христианским государственным образованиям в Крыму. Военное поражение в степи заставляло искать их укрытие в горах. Однако горы не были пустыми. Условием вхождения их под какую-никакую защиту румейских крепостей было принятие христианства, если они ими еще не были, и переход на службу. Именно к Румеям. Именно поэтому в горно-лесной и южнобережной части Крыма постепенно стали преобладать два языка. Собственно, румейский, или, если хотите, византийский, хотя он ни тогда, ни сейчас так не называется, средневековый греческий, и смесь тюркских наречий. На так называемых монголо-татарах мы остановимся ниже, сейчас наша тема готы. Чтобы проследить, где, кто, как и почему разместился в Горном Крыму, нужно исследовать историю каждого отдельного населенного пункта, включая исчезнувшие и заброшенные. Эта работа пока еще не сделана. Однако в нем существовала определенная чересполосица, когда разные горные долины или их части были населены близко родственными этническими группами, а иногда и очень дальними. Готский язык сохранялся как живой в почти первозданном виде еще очень долгое время. Есть интереснейшее историческое свидетельство. В известном исследователям источнике, отчете монаха Вильгельма де Рубрука, указано: на море от Херсона, только не надо иметь в виду нынешний Херсон, имеется в виду Херсонес, то есть часть нынешнего Севастополя, до устья Танаида находятся высокие мысы, а между Херсоном и Салдаей, то есть нынешним Судаком, существует 40 замков. Почти каждый из них имеет особый язык. Обратите внимание, каждый имеет особый язык, то есть населен особым народом. Но это уже позднее достаточно время. Среди них было много готов, язык которых немецкий, тевтонеум. Наблюдение о языке очень важно. С одной стороны, в населении много готов с немецким языком, он тогда не назывался немецкий, это по-русски так. С другой, очевидно, что на южном берегу продолжали жить этносы до готского и после готского периодов. И это важно для понимания того, что происходило в Крыму в дальнейшем. Это четкая констатация факта неполной смены этносов на одной и той же территории в Крыму. Надо понимать, что эти замки не были теми громадными сооружениями, которые рисуют наше воображение после чтения приключенческих романов. Это небольшие укрепления, располагавшиеся большей частью на мысах, окаймлявших бухты южного берега Крыма. С моря их прикрывали обрывистые берега, со стороны суши они были защищены стенами, перекрывавшими подход в узких частях мыса. Ну, мыс Кошка, допустим, в Семизе, посмотрите, там с развалинами. Вот типичный такой замок. Их башни позволяли увидеть вовремя опасность с моря, потому что основная опасность тогда шла как раз с моря, а не с суши. После чего население ближайшего села могло на какое-то время укрыться за его стенами, а нападавшие оказывались в не очень удобном положении. Идти вглубь территории, оставляя за спиной рядом с кораблями гарнизон замка, было чревато неприятностями. При угрозе суши гарнизон мог получить подкрепление по морю из других замков. При массовом нашествии или десанте это не спасало, что доказала успешная генуэзская экспансия, а позже вторжение Османлы. Но было достаточно в случае пиратских набегов и местных усобиц. Возможно, что первоначально их сооружали еще тавры, а позже они переходили во владение готов и Восточной Римской империи. Остатки этих сооружений до сих пор видны в отдельных местах, например, на скале Кошка под Семиизом. Известное Ласточкино гнездо, построенное как дача в начале XX века, является в определенном смысле репликой тех замков. Но, судя по словам Рубрука, речь не идет только о побережье. Территория между Херсонесом и Салдаей – это практически весь горно-лесной Крым. А в число замков попадают и так называемые пещерные города. Причем почти каждый говорит на своем языке. Это еще одна констатация полиэтничности населения горнолесного Крыма даже в XIII веке, потому что свидетельство Рубрука – это XIII век, 1200-е годы. И неверности точки зрения, что готы-аланы
А точно так же, как в Крыму образовались тавро-скифы, также несколько веков какая-то группа готов и аванов слилась, и в источниках той поры именуется гото-аванами, несмотря на всю первоначальную разницу. Так вот, неверно, что гото-аваны полностью истребили тавро-скифов. К моменту путешествия Рубрука в Крыму уже побывали и частично осели в нем и хазары, и булгары, и печенеги, и половцы, и татары, и мангыты, и венецианцы, и генуэзцы. Не говоря уже о потомках эллинов в виде херсонеситов и пантикопейцев. При этом наличие 30-40 языков можно объяснить только тем, что реальное количество этнических групп было на самом деле больше, поскольку многие из этих народов на самом деле являлись союзами родственных, а иногда не очень родственных, как гото-аваны, племен. Общим для них на тот момент было несколько факторов. Общая территория горно-лесного и южнобережного Крыма, которую они делили между собой на протяжении веков, а некоторые тысячелетий. Сходные методы ведения хозяйства, определяемые местными природными условиями, отсюда постепенно нарастающее сходство в бытовой культуре и образе жизни. Православное христианство с подчинением Константинопольскому патриарху, политическое подданство Восточной Римской империи после того, как хазарский каганат утратил свою власть над Крымом. Но и тут не совсем все просто. Отдельный замок или пещерный город – это не обязательно отдельный народ или государство, но все же близко к нему. Как показали дальнейшие события, по мере ослабления Византии, Восточной Римской империи, народы, бывшие ранее ее подданными, и это не только в Крыму, постепенно становились частично или полностью самостоятельными. Поэтому, учитывая этническую пестроту горно-лесного Крыма, вполне вероятно, что многие из этих замков к тому времени уже были небольшими феодальными государствами, в какой-то степени независимыми от империями. Некто, интереснейший человек, Ажье Гислен де Бузбек, австрийский посол, фламандец по происхождению, в 1562 году, то есть примерно через 200-300 лет после Рубрука, в Стамбуле, вообще-то он прожил там 7 лет, в этом городе, встретил двух людей из Крыма, о чем он написал в своем подробном письме. Это не было полной случайностью. Как образованный человек, он знал о древних готах в Крыму и просил своих знакомых сообщить ему всякую возможную информацию. Однажды ему повезло. Вот как он описывает встречу. «Не могу обойти здесь молчанием то, что я узнал о народе, который и теперь еще обитает в Крыму». Внимание, это 1562 год. Это примерно через 100 лет после того, как османы взяли Стамбул. И уже Константинополь превратился вот в Стамбул. Узнал о народе, который и теперь еще обитает в Крыму, и о котором я часто слышал, что он речью, обычаями и даже самими чертами лица и телосложением выказывает германское происхождение. Поэтому мне уже давно хотелось видеть кого-нибудь из этого народа, и, если возможно, узнать что-нибудь, что было бы записано на их языке, но не мог этого исполнить. Однако некий случай сколько-то удовлетворил мое желание. Ибо приехали сюда посланцы оттуда, которые принесли правителю, султану, неизвестные мне жалобы от имени своего народа. А мои переводчики их повстречали, и, помня, что я им наказывал на такой случай, привели их ко мне на обед. Один из них был выше ростом, всем своим видом являвший некую врожденную простоту, так что казался фламандцем или батавом, то есть голландцем, говоря нынешним языком. Обратите внимание, что сам-то Рубрук посланец австрийского императора, но он фламандец, поэтому, когда ему привели человека, похожего на фламандца, он просто ахнул и сразу его как бы опознал. Другой был пониже, более плотного телосложения, смуглый по происхождению и речи грек, но такой, который ввиду частой торговли приобрел немалое знание их языка, имеется в виду готского. Первый же из-за соседства и частого общения с греками так впитал их речь, что забыл свою родную. Он описывает ситуацию в Крыму. Готы живут рядом с румеями и усваивают их язык, иногда настолько, что забывают свой родной. А румеи, живущие в Крыму, настолько часто общаются с готами и по необходимости им пользуются, что могут и знать этот язык. Вот этот процесс как раз языкового слияния и распространения румейского языка. По его словам, будучи вопрошен о природе и нравах того народа, отвечал он сообразно. По его словам, это воинственный народ, который сегодня обитает во многих деревнях
из которых царек татар, когда он готовится к войне, набирает 800 пехотинцев с огнестрельным оружием, составляющих оплот его войск. Главные их города называются: один – Мангуб, или у него написано Манкуб, другой – Спиварин. Теперь я запишу немногие из многих германских слов, которые он сообщил, ибо там было столь же много слов, совершенно отличных по форме от наших, что зависело либо от природы их языка, либо от того, что память изменяла ему, то есть тому, кто с ним разговаривал. И он заменял чужие слова своими. При этом все сообщаемое он предварял артиклем «то» или «те». Слова, мало отличающиеся от наших, были такими. И далее там есть, он составил словарь где-то на 80 с лишним слов. Кому интересно, может найти это в интернете. Наухен так, у него был добрый день. Науен он называл хорошим, добрым и употреблял многие другие слова с нашим языком не вполне совпадающие. Будучи спрошен, вел счет так. Ита, туа, трия, фудер, фуф, сис, суэнс, совсем как мы, фламандцы. Кроме того, он также исполнил песню на их языке, начало которой было следующее. Дело в том, что вот с песней там интересная штука. Его собеседник говорил, спел песню, которая вообще-то была не на готском языке. Но она уже считалась готской песней. До сих пор текст этой песни не идентифицирован. Одно понятно, что это не германский язык. И это тоже интересное свидетельство вот того слияния, взаимного влияния культур, когда общий начинается фольклор, общие песни и так далее, хотя даже она чужеязычная песня. Готы они или саксы, я не могу определить. Всего Бузбек приводит в своем письме список из 96 слов и фраз. Он опубликовал свои воспоминания о дипломатической деятельности в Стамбуле в 4-томных турецких письмах. Эпизод с готом вошел в 4-й том. В достаточно коротком описании содержится много примечательной информации. Грек знает готский язык из-за постоянного торговли с готами. То есть греки живут отдельно, но с готами постоянно торгуют. Там, в Крыму. Гот из-за жизни по соседству с греками, то есть это ближайшие соседи, и постоянного общения с ними, забыл свой собственный и пользуется греческим, точнее румейским. Готы живут во многих деревнях. То есть это те самые села, которые расположены в горно-лесном Крыму. Но они имеют 2 города, Манкуб и Скиварин. Обратите внимание, что примерно за 90 лет до этого Манкуб взят Османлой. И по современным историческим описаниям он разрушен, устроена полная резня. Ни в самом городе, ни во всем этом Феодора никто не остался в живых. А через 100 лет после этого мало что год говорит, что они там живут. И это их действующие города. Он к тому же едет в Стамбул с какими-то делами и с торговлей, и не боится ехать в ту страну, в столицу той страны, откуда пришли завоеватели, и, оказывается, всех подвергли резне. Это говорит о многом. Это значит, вот эти мифы о тотальной резне со стороны турок-османов Феодора и в Мангупе, это просто неправда, потому что никто бы так иначе не делал. Румей знает готский язык наряду с родным. Много и тесно общается с готами. Он также говорит на тюркском. То есть в не меньшей степени он общается с тюрками у себя дома в Крымских горах. Гот не знает своего языка, по-видимому, готский язык постепенно уходит даже из бытовой сферы, вытесняемый тюркским, на котором он свободно разговаривает. Однако это не создает у него враждебности к тюркам ни у себя дома, ни вообще, иначе зачем бы он поехал в Стамбул с жалобой к правителю? Вот вам ситуация в Крыму уже в XVI веке. Готы к этому времени проживают в Крыму более 1000 лет. Вернее, их потомки, постепенно смешивающиеся с другими. Не менее интересен сюжет о песне, хотя Бузбек называет готской, но ее текст не является в действительности готским, и смысл ее до сих пор не расшифрован. Разумеется, это может быть и случайностью, а может быть и следствием того, что средневековые крымские готы усвоили элементы культуры какого-то народа, влившегося в состав готов, и к тому моменту утратившему свою идентичность. Может быть, это язык тавро-скифов, уже несколько раз переиначенный как готским произношением, так и всякого рода другими влияниями. Текстовая запись не дает представления о мелодии, по которой также можно было бы сделать какие-то предположения. С Мангупом в данном рассказе все относительно ясно, но опять не совсем.
Потому что такое Мангуб? Название никак современными исследователями не интерпретируется. Обращаю ваше внимание, что слово «манг» удивительным образом совпадает с названием отюреченного монгольского племени – мангыт. А слово «уб» – это уже в готском, в немецком языке верхний. А кто не знает, где расположен Мангуб? На высочайшем плато в Крымских горах. Это сейчас памятник исторический, который может каждый посетить. И так же, как есть Усть-Гот, Ускутс, Верхний Мангуб, в другом, уже теперь в готском, Усть-Тюркское, Уб по-готски, Верхний Манг. Следственно, есть Нижний Манг. Но, что интересно, название-то тюркское, а при этом столица готов и город готов. А что такое Сцеварин, как в некоторых источниках, или Шкиварин? Это название интерпретируют как Сюрень, нынче танковая Бахчисарайского района. Но тут скорее напрашивается Искиварин, Варун. Точно так же, как аналог села Ворун, нынче Ворон, еще одно готское пятно на побережье Крыма под Судаком, где Варун или Варин параллель с готским или близкородственным баран. Буква «С» в европейских языках может читаться как «Ц» и как «К». В нем хорошо читается тюрко-готское «Эскиварун», старый Варун. Одно из готских или близкородственных им племен, участвовавших в походе на Крым. Собственно говоря, есть Варун под Судаком, есть Эскиварун где-то в другом месте, старый Варун, то есть там где-то первоначально это племя расположилось, возможно. Но это место не определено, хотя названо. Вообще наличие тюрко-готских топонимов, во-первых, служит прекрасной иллюстрацией, как тюркский язык становился общим в Крыму, так что его и готы усваивают. Во-вторых, указывает среди кого и в кого ассимилировались готы и их культура. То есть они потихонечку начинали переходить на тюркский язык, и их потомки в Крыму оказались тюркоязычными. А кто, мы скажем чуть позже. Интересно и то, что ни гот, ни румей не высказывают Бузбеку отрицательного отношения к туркам или османлы, хотя с момента разгрома их государства, княжества Феодора, прошло менее 90 лет. Можно было бы отнести это на их осторожность, но говорят-то они с христианином с Запада, оказавшимся в неожиданном родстве с одним из них. Неофициальным образом имен их нигде не приводят. Очень уж не похоже на воспоминания о тотальной резне, которой якобы сопровождалось османское вторжение. Отношения с татарами при существующих бытовых предрассудках и непониманиях не просто нормальные, а более чем нормальные. Хан набирает из готов 800 пехотинцев. По тем временам, в общем-то, немалое воинское подразделение, вооружая их огнестрельным оружием, которое в то время, достаточно большая редкость. То есть хан, ясное дело, что это огнестрельное оружие готы не делают в своих кузницах, а они получают их от хана. Лучшее оружие той поры хан отдает своей пехоте из готов. Обращает внимание, что хан набирает, то есть это не принудительная служба, а добровольцы среди христиан. Дает им лучше по тем временам оружие, и они являются оплотом, то есть верными и надежными воинами хана. В горно-лесном Крыму разные оказавшиеся волей исторической судьбы этносы не просто сожительствовали на смежных территориях. Несмотря на их первоначальные военные столкновения, в горно-лесном Крыму шел многовековой, очень постепенный процесс аккультурации, языково-этногенетического взаимодействия, который в конце средних веков привел к образованию новых, собственно, крымских народов. В истории горно-лесного Крыма существует заметный пробел – 5-12 века. С одной стороны, есть исследования, посвященные остаткам памятников и археологическим находкам готской и румейской культуры, с другой, практически полностью проигнорировано тюркское и тюркоязычное население. С огромным восторгом, описывая первые века Херсонеса, никто внятно не может назвать время и причины его запустения. Хазар вспоминает только в связи с тем, что так называемое местное население, а кто это местное население на эпоху Хазар? Огласите весь список, пожалуйста, как говорится. А нету. Восставали против них. Взаимодействие между Крымской степью и горно-лесным Крымом подается как вечная вражда.
агрессия со стороны степных народов, которых и назвать-то не считает нужным, просто обозначая кочевники, и защита румейской цивилизации местными. Надо только не забывать, что римляне и их разновидность румеи тоже пару-тройку столетий назад пришли в Крым с оружием в руках, а готы вообще начинали с общего погрома как румейских владений, так и всей округи. Хазарская власть на этом фоне была куда более мягкой. Никаких сведений о попытках хазар перебить все местное население источники не приводят. Да и вообще, отношения хазар с румеями на фоне общей борьбы с арабской экспансией были преимущественно союзничками. То, что умалчивается в ситуации применительно к Крыму, очень хорошо известно, когда говорится о взаимоотношениях хазарского каганата с Византии или Восточной Римской империи в принципе. Они были военными союзниками. Так какие причины-то были бы у хазар с румеями воевать в Крыму? Абсолютно никаких. Если бы преобладала взаимная ненависть, вряд ли бы в Крыму после разгрома хазарского каганата на протяжении практически 1000 лет существовали бы крымчакский и караимский народы, начало которые и берут среди хазар, и именно в горно-лесной части Крыма. Их реальные беды и исчезновения начались только в 20 веке. В связи с этим нельзя обойти внимание такой примечательный феномен в истории горно-лесного Крыма, как княжество Феодора. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о процессе появления и исчезновения страны Дори или готского княжества Феодора со столицей в Мангупе. Вы также познакомитесь с союзниками и врагами феодоритов как в Крыму, так и за его пределами, и рассмотрите особенности их жизнедеятельности и образа жизни до взятия Мангупа Османской империей.